Всем доброго дня! Сегодня шьем с вами лисенка. Нам понадобится ткань ХБшная, обычная ткань белого цвета, кусочки фетра оранжевого цвета, ну и, конечно же, сама выкройка, ниточки, иголочки, ножницы, ручка, карандаш, все, что у вас есть. Вот такая выкройка будет, опять же, в конце видео и в группе. Из основной вот этой ХБшной ткани мы будем кроить вот такую деталь. Это две детальки будут из ХБшной ткани. Мордочка будет из фетра. Вот такая вот. Одна деталька. Хвостик тоже одна деталька. И лапки две детальки. Это если вы кроите его из фетра. Вот из такого. Если все будет из ХБшной ткани, то, естественно, кроите хвостик 2 детальки, мордочка 2. Нет, мордочку вообще не надо тогда делать. Если мордочка у нас, можно потом ее будет нарисовать. И лапки тогда 4 детали. Только их вместе придется вам сшивать. Хвостик вместе сшить, лапки 4 детали должно получиться. А мордочку тогда не надо. Мордочку можно потом нарисовать. Так, с выкройкой разобрались, убираем ее. Итак, берем ХБшную ткань, складываем пополам. Чтобы у нас вошла выкройка, примеряем. Здесь на этой выкройке нам нужно сделать прибавочку на шов. Немножко, да? Об этом не забываем. Только когда из фетра делаем, здесь прибавочка не нужна. Итак, обводим нашу основу по контуру. Здесь есть отметочки, где у нас будут лапки, чтобы вам было удобнее ориентироваться. Вот они. Так, не забываем, нужно оставить нам место, где наполнить синтепоном. Например, вот это местечко на выкройке, на той есть отмечено. Вот это у нас самое удачное местечко, и мы его оставим. Отверстие, да? Пометили черточками. Можете себе еще пометить, где у вас будут ручки. Но я их буду приклеивать потом сверху, поэтому можно, конечно, их вшить сразу. Вшить и все. Не забываем прибавочку большую сделать. Так, я заколю булавочкой. Теперь можно вырезать по вот этому контуру. Лишнее можно сразу убрать. Вырезаем. Аккуратненько. Так. Ну вот,
Основа у нас готова, самое главное. Теперь нам нужно из фетра вырезать мордочку, хвостик и лапки. Без прибавочек на шов, получается, я уже вырезала. Никаких прибавочек, просто обводите и вырезаете. Мордочку одну детальку, хвостик одну детальку, лапки 2 детальки. Теперь, когда все вырезано, все готово, нам нужно взять ниточку, иголочку и нужно сшить нам вот эту деталь, прошить. Ребята, давайте покажу, как вшить лапки сразу, чтобы не приклеивать, чтобы они сразу уже были вшиты у нас. Вот эти отметочки, да, вот они. Мы их отметили. Вот у нас эти лапки. В принципе, они здесь даны как раз с прибавочкой. И вот эту лапку мы вставляем на правую сторону, вот так. И смотрим эти отметочки. Так, чтобы вот так лапка у нас встала в свое место. У меня ткань прозрачная, поэтому просвечивает. Поэтому даже вот видно, да, что она вот она. Можно заколоть булавочкой, чтобы она не сместилась, да? Так. И то же самое можно сделать. Вот эту можно теперь убрать, иголочку, потому что мы уже закрепили деталь. Потом берем опять вторую лапку. И когда мы вывернем деталь, уже будут лапки у нас пришиты. И также можно приколоть или немножко приклеить, чтобы она не сдвигалась. Вот так. Лапки закрепили. Теперь можно прошивать все полностью. Назад иголку, назад, чуть-чуть вперед, назад, возвращаемся, чуть-чуть вперед, вытягиваем, опять возвращаемся. Назад, чуть-чуть вперед. Ниточка посерединке. И прошиваем полностью до вот этой отметочки. И на сегодня это пока все. На следующем уроке мы будем с вами его обрезать, да, делать на эти насечечки и наполнять. Всего доброго!